друзья, приветствую вас на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Программу мы вам покажем. Сегодня у нас тема красоты. Я рада познакомить вас с Валентиной Дичковской. Валентина у нас является визажистом и стилистом по волосам. Валентина, здравствуйте. Добрый день. Ну, наступило лето наше долгожданное, якутское, короткое, да? Ага. Соответственно, летом хочется выглядеть свежо, красиво, легко, да, и как-то соответствовать внешне, естественно. И сегодня Валентина нам покажет, продемонстрирует вариант летнего образа, да, летнего лица, так скажем, да, который плавно может перетечь и во что-то вечернее, да, если вдруг вы соберетесь на какую-то вечеринку, на выход, в ресторан и так далее. Да, верно. Валентина, ну с чего мы вообще начинаем макияж? Ну, сначала идет подготовка кожи. Подготовка кожи в летнее время – это, конечно, защита от солнца, да, но есть тут нюансы. Если вы будете после крема использовать крем SPF, то тон будет скатываться. Если вы будете тон использовать только зонально, то есть под синячки, да, например, тогда SPF нужно даже использовать. Есть тональные средства, которые сами уже в составе имеют SPF, поэтому, в принципе, можно без этого дополнительного крема сразу нанести тон. На лето это не обязательно легкий тон, в зависимости от мероприятия, в зависимости от структуры кожи, еще образа жизни, да, если у вас насыщенный ритм, то, наверное, это стойкий тон нужен. Вот, все это, конечно, рекомендуется индивидуально. А в моем случае я бы хотела сегодня для наших зрителей показать более такой освежающий эффект, лифтинг-эффект даже, да, можно. И, конечно же, от легкого образа, который переходит к вечернему. Это частый пример, особенно вот летом, да, после работы вас пригласили на девичник, на кафешку, куда-нибудь. Как-то спонтанно, да, даже, спонтанно, да? И нету времени быстро преобразиться. Я вам покажу маленькие фишки, которые очень хорошо работают. Очень интересно. Ну, давайте начнем, приступим. Давайте начнем. Я предварительно подготовила кожу, не использовала сыворотку, SPF крем для того, чтобы у меня тон не скатывался. У меня есть просто увлажняющий крем дневной. И хотела бы быстренько продемонстрировать тон. Ну, у меня тон HD, это значит, что стойкий, но он очень легкий. Вообще, плюс я бы хотела еще немножко рассказать, как правильно подобрать оттенок, ваш оттенок. Да, вы идете в магазин, выбираете обычно как бы, да, вот так на руке смотрим, все, тон подходит вроде как бы, да, пришли домой, нанесли, и вы заметили, на что уже на лицо уже как маска. Да, очень часто такое встречается. А косметика возврату не подлежит. А тон, извините, сможет стоить там 4-5 тысяч, да? Что в таком случае делать? Не всегда могут быть грамотные консультанты, это не профессиональные мастера, поэтому, конечно, мы доверяем на самом деле маленьким техникам. Так, вы берете вот так тон и наносите зонально. Сперва на лоб. Вот так взяла я и немножко растушевываю. Если у меня здесь не остается ни темного пятна, ни светлого пятна, значит тон, если сливается, значит подходит. Это не все. Я еще на подбородке могу попробовать. Почему именно на подбородке? Чтобы у меня сравнительно вот с шеей тоже не было разницы. Если декольте позволяет, конечно, да, на декольте тоже попробовать. Но этот тон, конечно, мой собственный, поэтому мне идеально подходит. И давайте я вам покажу, как быстренько. Я люблю работать силиконовой кисточкой. Она не натуральная, она чистит очень хорошо, зато растушевывает тон любой плотности тоже очень классно. Видите, на руке, ну, предварительно я руку помыла, предварительно я вот такими вбивающими движениями растушевываю, чтобы у меня на кисточке продукт лег как-то равномерно, чтобы на лице не было пятна, и у меня движение, вот если замедлить, вот такими круговыми движениями. Это для чего? Чтобы не было у меня вот таких полосок на лице. И начинаю вот такими. Вот такими округленными, да? Ну, такими круговыми, да, движениями, особенно вот где на зоне, где растут волосы, очень аккуратно тоже растушевываю, чтобы не было там никаких пятен.
Потому что мы, когда красимся, мы же смотрим себя вот анфас, и, то есть спереди, да, мы же не видим сбоку, и там пятна тоже можем не заметить, а со стороны, когда мы сидим там на встрече и так далее, ну, наш собеседник может заметить, она накрасилась, но там не очень аккуратно. Не очень аккуратно. Вот такими движениями я быстренько сейчас за 3 секунды, да, буквально. У меня, в принципе, тон такой легенький вроде как, да, достаточно. но будет работать очень хорошо. Вы заметили, что я центр лица оставила? Если вы собираетесь красить глаза поярче, вообще использовать сухие продукты, это тени, да, то тогда сначала, конечно, тут, где на зоне века, только затонировать, подготовить, а в конце, после того, как вы закончили, завершаем мы чем? Накрасили ресницы, тушью завершаем, да? И после всего этого только затонируем нижнюю часть лица. Это для чистоты работы, можно сказать. Я также могу просто на веки таким образом. Можно использовать консилер, но у меня очень тонкая кожа век, поэтому консилер мне не подходит. Ну, по моим ощущениям, потому что все-таки это плотный продукт, это водостойкий продукт, и лишние морщинки очень хорошо подчеркивает. Мне это не нужно. Все, в принципе, за 3 секунды у меня как бы основная зона лица затонирована, да, стала более ровной. Сейчас мы будем готовить следующий этап, это брови. Как заметили, у меня бровей очень мало. Я каждый день рисую брови, и без бровей как бы макияж все равно будет смотреться незавершенным. Подготавливаю кожу для бровей, потому что у меня тон это жирный продукт. Мне надо сухим продуктом запечатывать. Пройтись, да? Вот так быстренько пройтись, чтобы у меня карандашик на сухом поверхности работал как-то более хорошо, не жирно. И заодно могу зафиксировать ту зону, где я уже прошлась тон. И за 3 секунды у нас вроде бы такая ровная матовая кожа получилась. Так, теперь как мы рисуем брови? Желательно, конечно, иметь карандашик в таким остром виде. Почему? Для того, чтобы, когда я беру карандаш вот боковой стороной, у меня получаются вот такие мягкие линии, а когда я рисую вот таким острием, у меня более такие четкие линии. И мы будем уже технически, да, зонально будем менять. Сначала я обычно рисую... Где надо мягко, да, там где мягко. надо мягко, я не хочу, чтобы у меня начало было прям такой... Резкое, да? Да, более графичной. Графичность нам придает такой эффект татуажа. Для макияжа карандашом обязательно нужна вот такая щеточка. Бывает одноразовая, бывают вот такие многоразовые, да, профессиональные. И бывают карандаши вот сзади тоже щеточки. Это для чего? Чтобы у нас была тут растушевка. То есть лишний продукт от карандаша мы вот таким образом немножко убираем, таким образом смягчаем. И у меня очень тонкая форма, и я хотела бы немножко толщину добавить сверху и снизу, ну, по 1,5 миллиметра добавляю. Это, в принципе, не так заметно. И вот посмотрите, где изгиб и кончик я буду держать уже перпендикулярно, чтобы карандашик у меня работал уже более четко, ярко. И вот смотрите, я искусственно нарисовала кончик. А как мне вообще узнать направление вот этого конца? У всех, если вот так поискать, есть ямочка. Вот к этой ямочке у меня направление идет. А где заканчивается? Если направление будет вверх, то у меня, конечно, будут злые брови. Да? Если направление конца вниз, то это у меня грустный взгляд будет. Поэтому вот это вот самая оптимальная зона направления. А заканчивается вот отсюда, где индианки носят пирсинг, через внешний глаз, через внешний угол глаза, вот здесь у меня заканчивается. Поэтому мне очень удобно именно иметь вот такую щеточку, у которой вообще не толстая ручка, например, да, здесь будет немножко непонятно. Да. Поэтому как-то вот постоянно
все равно становятся вот такие инструменты ориентиром. И соединяю плавно. Продолжаю работать. У меня движения не вот такие, а вот такие. Где-то вот длина сантиметр. Вот такие движения, чтобы у меня карандашик работал все равно не прям так ярко. Острый кончик — это все-таки более ухоженная форма. Если для вас брови — это проблемная зона, постарайтесь рисовать каждый день. Набить руку. Пробовать, да? Да, пробовать. И, конечно же, растушевываем вот все это дело. Таким образом вот соединяем. Если начало у вас очень яркое, графичное, то это будет, как уже рассказала, эффект татуажа. А вот здесь я могу поярче сделать. Чем ярче макияж глаз, вы можете поярче сделать брови только вот на этой зоне. А вот это пусть растушевка остается. Все это дело мы можем зафиксировать еще. Я люблю цветные гели использовать. Поднимаю вот наверх. Все. Такой боль. Ага. Ну и то же самое со второй брови, То же да? самое, да, со второй. Вот, я быстренько нарисовала себе брови. Конечно, рисую я очень быстро, потому что как мастер, да. Но если набить руку, тоже можно, да, быстренько вот такие легкие брови сделать себе. Ну, как видите, уже другое лицо, да. Брови — это маленькая зона, но все равно очень много решает. Взгляд решает, вообще форма лица решает, да. Следующее — это тени для глаз. Я вообще на самом деле рекомендую, когда, если вы хотите свежие глаза, да, свежий взгляд, то лучше выбирайте холодные оттенки. Вот посмотрите, как я люблю вот этот оттенок. Голубоватый, вроде да? бы как металлическо-серый, да, но если смешивать, да, вот с нейтральным коричневым цветом, это будет такой нейтральный, но освежающий. Теплый цвет всегда, ну, немножко давит. Ну, в моем случае, мой цветотип, мой тип, да, это, ну, в Якутии, конечно, самый распространенный, можно сказать. Поэтому я всегда себе делаю, когда я иду даже, если это даже не вечерний макияж, дневной, я все равно обязательно вот этот холодный оттенок всегда добавляю. Вот так беру, да. Для теней, для сухих продуктов у нас инструмент, конечно, натуральный. Это у нас коза. Натуральная кисточка, она очень хорошо растушевывает. Ой, вот эти теней, они живут у меня давно. И я, наверное, вот таким образом можно смешивать. Таким образом, самым цветом, нейтральным оттенком смешивать, да. И разделяю зоны глаз на 3 части. Это вот подбровный объем, самая светлая зона, можно нарисовать, там, немножко нанести хайлайтер. Хайлайтер — это у нас немножко такое, дает свечение, объем дает. И вот это орбитальная линия, где у нас вот в принципе есть свои натуральные тени. И вот это подвижное веко, можно здесь и уже там стрелки рисовать, более такие яркие тени использовать разноцветные, либо там какие-то блестки. Тут уже можно уже на свой вкус. И я вот эти вот свои серо-коричневые какие-то смешанные цвета, смотрите, как будто также стою на одном месте, вот такими движениями, просто подчеркивая. Почему именно? А если я буду использовать плоскую, обычную кисточку, бывают же такие плоские кисточки, вам будет вообще очень сложно растушевывать, возможно, где-то вот линия останется, пятно останется, поэтому я... Такая считаю, пушистенькая, пушистенькие кисточки сейчас вот для визажистов это вообще большая награда, потому что они как бы работают, выполняют свою работу очень быстро. И вы даже для себя можете сделать очень чистую растушевку. И где-то вот здесь тоже могу немножко добавить. Сразу видно, что холодный цвет появился у меня. Это, конечно, пока еще база, ну, то есть основа только, да. Также могу взять чуть-чуть потемнее и тот же светлый оттенок. Я сейчас вот к теплым оттенкам не хочу использовать их сегодня.
и где подвижное веко, той же кисточкой. То есть нам в косметичке не обязательно иметь много кистей. Для мастера, конечно, нужно, да, иметь, а вот для себя я считаю, что, в принципе, одна кисточка очень хорошо справляется. Универсальная. Да, универсальная. Смотрите, вот есть бумажные салфетки, есть обычные тканевые салфетки. Можете взять ватный диск и таким образом чистить кисточку, то есть лишний продукт убирайте и как бы вроде грязная, очень удобно. да, просто растушевывать таким образом, чтобы не было пятна. Видите, как будто у меня движения как будто хаотичные, да? Но все равно я следую рамке, то есть туда не ухожу. Теми же оттенками вы можете вот так снизу пройтись. пройтись. У меня легкие тени появились. В принципе, накрасила ресницы и как бы дневной макияж готов. Но если мы хотим поярче глаза, мы можем, темного цвета взять, да? Для этого можете действительно меньше кисточку. Видите, вот это пушистая, вот это как-то более свечкообразная. Поэтому даже черный цвет. И около ресниц, на внешнем уголочке особенно. Так чуть-чуть вышло, чтобы у меня взгляд как бы поднялся, да. И визуально как-то уже другая история. То же самое повторяем вот здесь. Если у вас нарощенные ресницы, то вообще прекрасно. Снизу также делаю тем же оттенком, чуть-чуть. То есть у меня глазик стал более миндалевидным. И ресницы накрашу быстренько. Ну вот, я накрасила ресницы. Один слой, и я люблю дублировать еще на внешние уголки. Так как я тут темным цветом подчеркнула, это также мне даст немножко глубину, да, взгляда, немножко приподнимет мои вниз падающие углы, можно сказать. Это тоже такой маленький лайфхак, лифтинг эффекта. И все, в принципе, у меня глаза готовы. Так. Следующее, дальше продолжим наш тон. У меня тут мой остаток еще есть. Я нанесу уже на нижнюю часть лица. Вот такими вбивающими движениями. Я очень люблю работать еще с консилером. Консилер — это тот продукт, который очень хорошо убирает мелкие-мелкие недостатки. Я убираю вот так синячки. Консилер лучше подобрать либо тон в тон под свой цвет, либо чуть светлее, может быть. Светлый консилер придает объем, таким образом у нас наши эти впадины, наши какие-то изъяны, выравнивает, да? И мне вообще еще консилером очень нравится вот здесь на сугубной складке есть венки, венки убрать. Скрывает. Скрывает, да. Вот. Консилер у меня будет достаточно такой светлый. И видите, я работаю только вот так зонально. То есть я полностью вот так не делая. И вот сюда тоже консилер могу пройтись. Для консилера, для маленькой зоны у нас такая же кисточка, только маленького размера. В принципе, можно работать пальчиком. Я называю вот этот пальчик безымянный, самый слабый. Самым слабым пальчиком можно вбивая, либо вот такой кисточкой. Вот для чего этот пальчик оказывается. Да, вот для консилера придумала природа. Удобно. Либо, да, вот такими движениями. Похлопывающими. Да, мы немножко... Визуально у нас вот эта зона должна быть ровной, да? И, конечно, вот эту зону также быстренько растушевываю, чтобы у меня светлых пятен нету, так как консилер мой в данном случае прям на 2 тона светлее. Если вам еще хочется, я могу взять и где еще хочется добавить, да, нанесла и сразу не растушевываю.
Ага. Так как это водостойкий продукт, там силикона очень мало. Сейчас мы подождем, когда консилер застынет немножко, а потом можно уже смело вот тем пальчиком нашим. Можно такими вбивающими движениями уже растушевывать на нет. А можно зафиксировать пудрой, можно и не фиксировать. Еще раз повторяю, что данный продукт водостойкий и никуда не уйдет. Ну, то есть вот эта зона, да, освежает. Можете той же кисточкой просто вот так пройтись еще раз. И либо пудрой запечатывать. Следующий продукт, мой любимый, это румяна. Румяна всегда освежает. Нанесение румяна, это может быть вот такая сейчас вот очень удобно, да, такие румяна появились. Мне цвет очень нравится, такой розоватый. Либо можно использовать вот помаду, чуть темнее, да, но помаду вот так нанести тоже не стоит. У нас рука, вот эта часть, как палитра. Так взяли такими движениями. Если у меня на глазах есть, ну, уже холодные тени, я могу, в принципе, вот холодный оттенок. Смотрите, на выступающую зону я чуть-чуть немножко вытягиваю. Это у меня лифтинг-эффект. Вы можете вот этим пальчиком даже вот так пройтись немножко, где у меня вот эти серые тени были. Это тоже освежает взгляд. Вы не думайте, что румяна должно быть только вот здесь, да? Так быстренько растушевала, освежила таки. И силиконовой кисточкой тоже можем распределить. А подходит вот розоватые румяна на смуглую кожу? Всегда интересно. Давайте попробуем. Это не розоватый, это более холодный, да? Это более такой розовый, но он достаточно такой теплый. Вот так много могу нанести, потому что это кремовый продукт, растушевывается очень хорошо и пластичный продукт, можно сказать. Если много нанесла, можно, в принципе, убрать с помощью кисточки, ватных дисков, ну, ватного диска. Холодные румяна, розовые румяна всегда освежает. Вот видите, вот на глаза, да, есть разница же. И вот здесь тоже для того, чтобы у меня макияж был такой свежий. На кончик носа тоже очень хорошо работает. Прям освежает. И также немножко растушевывает. В принципе, у меня макияж готов. Красота. Ну, правда. Очень так... лифтинг-эффект, как вы сказали, да? Лифтинг-эффект, вот такой прям персик. Такой свеженький, да. Девушка-персик. Можно хайлайтер. Хайлайтер — это такой хороший универсальный продукт, но если проблемная кожа, то есть это сильно заметная проблемная кожа, то сильно хайлайтером, да. Слишком, да, не баловаться, да? Это точно. Также на выступающие зоны, на носе, кончик носа, такой прям холеный эффект дает. Такой ровная кожа. Ну вот, сияние. Добавили сияние. Да, деликатное сияние. Губы. Губы я люблю вообще просто блеском нанести. Но на дневной, если дневной вариант, то я могу, да, в принципе, можно сделать жидкой помадой. В принципе, я готова. Да? Покорять? Да, покорять. Якутское лето. Да. Ага. Ну и вот, допустим, в таком виде мы пришли на работу, да? Ага. Спонтанно нас куда-то позвали вечером, да? Времени нет, чтобы бежать домой, что-то еще. Вот как из подручных средств превратить этот макияж, ну, скажем, в вечерний образ. Это могут быть реснички. Приклеила на внешние уголки пучки. Пучки, они очень хорошо работают на самом деле. Кстати. Да. Если у вас нету аллергии на клей, то 3 штучки тут немножко раскрыла, и уже эффект. Эффект уже более такой выразительный взгляд. И, конечно же, помада.
Помада, яркая помада. Здесь уже можно смело, да? Четкий контур губ придает всегда более такой вечерний вариант. Ну и можно как-то не стесняться и красных, ярких оттенков. Конечно, красных, ярких. Мне очень нравятся еще бордовые цвета, ягодные цвета, особенно летом, да? А джинсами, с такими легкими платьишками, бордовый цвет, это не будет казаться вообще неуместно, это наоборот будет такой придавать вечерний акцент. Ну и, наверное, в гардеробе любой девушки, наверное, в том же офисе, где-то в шкафу хранятся, допустим, каблучки, да, и я думаю, если летом вы вышли в каких-то босоножках или легких кроссовках, то смело можно, да, как-то переобуться и уже быть готовой. Но хотела бы еще подчеркнуть, если у вас макияж такой, ну, получился, да, вам нравится, но без укладки у вас образ незавершенный. Все-таки, если у вас стоит выбор либо по времени, или по деньгам, идете к мастеру, не хватает денег на полный образ, выбирайте всегда укладку. Укладка на самом деле имеет свою мощную силу. Вы можете быстренько нарисовать бровки, румяна, губы, но без укладки образ не то. Не будет завершенным. Валентина, огромное вам спасибо за такие полезные советы. Я и для себя открыла много чего нового, да. Обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями. Ну и как раз, если мы заговорили об укладке, в одном из следующих выпусков вы обязательно увидите полезные тоже советы, да, по укладке от Валентины. Ну а с вами, наши дорогие телезрители, я не прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале и до встречи в следующих выпусках. До свидания.